Согласно исследованиям, чтобы составить мнение о человеке, требуется менее 30 секунд. За это время мы успеваем считывать сотни деталей, но чаще всего вывод складывается именно по улыбке. Благодаря ней мы становимся более открытыми, располагающими и уверенными в себе. Но что делать, если эмоции приходится скрывать из-за плохого состояния зубов? В этот момент важно вовремя обратиться за помощью к профильному специалисту. Здравствуйте. Кладите сумочку. Присаживайтесь. Ну, здравствуйте. Как ваши дела? Все хорошо, спасибо. Да, давайте посмотрим полость рта. Сомкните, пожалуйста. Хухоев Сослан Мирович, стоматолог-ортопед, главный врач стоматологической поликлиники Северо-Осетинской государственной медицинской академии. Его кабинет стал местом преображения для сотен пациентов. Именно здесь он возвращает человеку возможность улыбаться и без стеснения показывать здоровые белоснежные зубы. Пациентка к нам пришла с небольшой эстетической проблемой, которую мы вместе с нашей командой должны будем решить. У пациентки, было установлены импланты, а сейчас пациентка находится на этапе уже протезирования. Будем снимать слепки и продолжать дальнейшее протезирование. Атмосфера больницы окружала Сослана всегда. Его мама была акушером-гинекологом и часто брала сына на работу. С ранних лет он видел ценность помощи людям, поэтому, когда пришло время выбирать профессию, долго раздумывать не пришлось. Медицина влюбила в себя раз и навсегда. Она 50 лет отдала медицине, проработала она в Беслане, в районной больнице. Она проработала акушером-гинекологом. У мамы было желание, чтобы кто-то из ее детей продолжил ее путь врача. И она то меня брала с собой, то сестру брала с собой на работу. Но так получилось, что мне больше всех стала интересна медицина. Дома у меня мама очень сильно любила читать. Было очень много медицинской литературы. И вот с самого детства мы были в окружении этой медицинской литературы. Смотрели картинки, рассматривали анатомию человека, еще что-то. Постоянно игрались фонендоскопом, делали мягким игрушкам уколы. Конечно, под руководством мамы и все тому подобное, но такое тоже в жизни было. У мамы моей была такая болезнь, как бронхиальная астма. У нее очень часто бывали такие приступы, при которых ей было необходимо сделать ей внутривенный укол. И вот с самого раннего детства она сама практически все делала, но звала меня, чтобы я тихонечко вводил препарат, который ей помогал избавиться от этого спазма. Потом я немножко подрос, и уже она меня взяла и просто научила делать. Окончив школу, Сослан Хухоев поступил в Северо-Осетинский государственный университет имени Костахи Тагурова по направлению стоматология. Мечте матери все-таки было суждено осуществиться. У меня были прекрасные преподаватели. Горжусь тем, что я был их учеником. Во время того, как я учился в университете, мы проходили практику в разных поликлиниках. И из всех направлений, которые мне было по душе, это стала ортопедия, это было моим началом. Мне очень запомнился момент, когда я пришел в поликлинику на практику, увидел там пациентку, которая только пришла на протезирование. И по истечению определенного времени я наблюдал этап до и после. Какой скованной пришла пациентка и какой счастливой и с широкой улыбкой она ушла. И вот этот момент мне в жизни как-то в памяти запечатлелся, и я решил, что я стану врачом по направлению ортопедия. После того, как у нас
закончился хирургический этап, у нас начинается ортопедический этап, который начинается с того, что мы откручиваем формирователи десны и устанавливаем слепочные трансфера, за счет которых мы получим точное положение имплантов в полости рта. Основная задача стоматолога-ортопеда – это восстановление утраченных или сильно поврежденных зубов, а также возвращение нормальной жевательной функции. Сослан Мирович отмечает, потеря одного или нескольких зубов, повреждения, изменение цвета и формы, неправильный прикус, эстетические проблемы – все это поводы визита к врачу. Мы проходим несколько этапов, чтобы понять, какой правильный подход к данному пациенту нам необходим. То есть это предварительные какие-то диагностические слепки, моделировка все в цифре, цифровое моделирование данной работы. Мы можем показать пациенту, не притрагиваясь еще к его зубам, какую улыбку мы можем ему подарить, если мы начнем какое-то взаимодействие. Коронки нам необходимы, когда целостность зуба у нас утрачена, то есть остался не целый зуб, а какой-то кусочек от него остался, мы его восстанавливаем и устанавливаем коронку. Виниры мы чаще всего используем в тех моментах, когда зуб живой, когда не надо что-то такое сверхъестественное изображать. Нужно поменять либо там цвет зуба, либо форму зуба нужно поменять. Мы спокойно справляемся за счет виниров с данными проблемами. Помимо несъемного протезирования, помимо коронок, виниров, в ортопедии есть еще такое направление, как съемное протезирование. Съемное протезирование, оно является альтернативой имплантации. То есть не всегда мы можем взять и поставить пациенту импланты. Может быть дефицит костной ткани, и тогда, чем проходить пациенту какие-то сложные операции, мы предлагаем съемное протезирование. Оно осуществляется в тех случаях, когда у нас отсутствует ряд зубов, и если у нас нет возможности сделать мостовидную конструкцию, то бишь несъемную, мы предлагаем пациентам съемное протезирование. Однако даже при наличии показаний большая часть пациентов визит к врачу из раза в раз откладывают, а осложнения тем временем медленно, но верно прогрессируют. Говорят, что отсутствующего зуба не видно во время улыбки, значит, можно и так походить, но, к большому сожалению, это заблуждение. Заблуждение, которое приводит к тому, что зубки начинают смещаться в сторону пустоты, в сторону удаленного зуба, и дальнейшее протезирование уже нельзя бывает назвать просто обычным протезированием, потому что нужно бывает выравнивать зубы, обращаться к ортодонтам, к нашим смежным специалистам для того, чтобы они нам помогли правильно и красиво протезировать того или иного пациента. Пациенты, которые прошли протезирование, это не означает, что надо забыть о своем докторе. Нужно обязательно навещать его, раз в полгода прийти, показаться, в каком состоянии находится та или иная ортопедическая конструкция, требует ли она каких-то коррекций, либо какого-то вмешательства. Обязательно нужно проходить профгигиену полости рта. Особенно это касается пациентов, у которых уже имеются короночки, либо какая-то ортопедическая конструкция в полости рта. В сфере стоматологии Сослан Мирович работает уже 14 лет. Врач понимает, что перед каждым визитом стоит страх, поэтому для него важно выстроить с пациентами доверительные отношения. Только так можно добиться 100% успеха. На самом деле пациенты, которые обращаются к врачу-стоматологу, практически все, они нервничают, они переживают. Незнакомый человек, первый раз к доктору пришел, будет ли больно, но с самого начала своей деятельности я приучил себя заботиться о пациенте. Неважно, какого ранга пациент, неважно, какого статуса пациент, пациент есть пациент. И каждый из них, он ждет какую-то заботу, внимание от доктора, который будет с ним работать.
Взаимодействие врач-пациент – это основополагающее в дальнейшей работе. То есть если у вас не возникнет какой-то определенной взаимосвязи между вами и пациентом, то, скорее всего, не так радостно пройдет вся работа, все взаимодействие. Суслан Хохоев не просто стоматолог-ортопед, но и главный врач поликлиники. В перерывах между приемами он занимается управлением. Врач отмечает, благодаря такому сочетанию ему легче принимать решения, опираясь не на абстрактные показатели, а на реальный опыт работы с пациентами. Помимо своей практической деятельности я занимаюсь еще и, так сказать, административной деятельностью. Слежу за ходом работы в поликлинике, слежу за тем, чтобы все у нас работало, за тем, чтобы у нас пациенты наши были довольны, слежу за тем, чем занимаются мои доктора. Не всегда только один ортопед работает с пациентом, с ним работают параллельно смежные специалисты, терапевт, ортодонт, пародонтолог, потому что протезирование – это такой серьезный шаг, к которому нужно подготовиться, правильно выставить план лечения. Наибольшее удовольствие мне приносит момент, когда в недавнем прошлом принимал пациента, он был такой хмурый, неулыбчивый, но когда после окончания протезирования ты видишь человека счастливым, с улыбкой, и через несколько дней он приходит к тебе и говорит, что я так рад или рада тому, что я могу этой жизнью наслаждаться с улыбкой на лице, вот это мне приносит самое высокое наслаждение. А для меня моя работа, как бы это не звучало, но это смысл моей жизни. Я очень долго шел к этой цели, я к ней пришел, и я счастлив и рад, что я занимаюсь любимым делом. Хохоев Суслан Мирович делится. Для него важен итог, понимание того, что работа имеет значение. Видеть, как пациент выходит из стоматологического кабинета с улыбкой, в которой читается облегчение. Он меняет качество жизни, избавляет от боли, дарит новую уверенность в себе, возможность чувствовать себя здоровым.